Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. В сегодняшней передаче продолжится прогулка по краю пещерных городов и горных крепостей Крымской Готии. Позади у нас уже крепости Фуна, Сюрень, Каламита. Впереди Эскикермен, Мангуп и другие. Ну а сегодня мы с вами посетим средневековое поселение Тепекермен, чье название в переводе с крымско-татарского означает «крепость вершины». Вершина Тепекермена, похожая на гигантскую пирамиду, стоит особняком от окружающих ее гор и хорошо заметна издали. Она господствует над Качинской долиной, достигая высоты 544 метров над уровнем моря. А если всмотреться в скальные обрывы Тепекермена, то становится заметным, что они просто-таки усеяны множеством пещер. Кто и зачем высек их в скале? Как жили их обитатели? Эти вопросы издавна занимали любителей древности. Поиск ответа усложняется тем, что никаких документальных сведений о строителях этих пещер не сохранилось. К XIX веку жители окрестных крымско-татарских селений уже давно не помнили, кто в прошлом жил там, наверху, и рассказывали легенду о драконе, который будто бы обитал в тамошних пещерах и впоследствии был побежден отданной ему на съедение красавицей. Путешествовавшая по Крыму петербургская знать тоже терялась в догадках, приписывая древний город то таврам, то кемерийцам, то даже фантастическому племени троглодитов, которые якобы умели размягчать камни и с легкостью вырезать в них пещеры. Когда в 20 веке Тепекерменом уже всерьез занялись ученые-археологи, добытые ими сведения оказались не слишком обильны. На голых скалах, почти лишенных грунта, обнаружилось не так-то и много находок. И все же им удалось установить, что поселение на горе возникло в VI веке, что расцвет жизни здесь пришелся на X-XII столетия и что к XIV веку город обезлюдил. В Тепекермене не сохранилось иных сооружений, кроме пещер, зато их здесь очень много, свыше 250. И внимательно осмотрев их, специалист вполне может составить представление об образе жизни, который когда-то вели здешние жители. Короткий, но очень крутой подъем выводит к бывшему въезду в город. Тропа упирается в подножие обрыва, которое выглядит словно беспорядочное нагромождение пещер. Разумеется, на самом деле этот беспорядок лишь кажущийся. Ведь вырубить в скале пещеру – занятие достаточно трудоемкое, и понятно, что без нужды пещер не создавали. Другое дело, что ослабленная многочисленными вырубками часть скалы давно обвалилась. И потому в ее нынешних обломках уже трудно распознать первоначальный замысел строителей. Но можно предполагать, что где-то в пещерах при въезде в город должна была располагаться стража. Внешний облик въезда в город в дни Средневековья сильно отличался от нынешнего еще и тем, что изначально здешние скалы, как и в других пещерных городах Крыма,
были оборудованы множеством деревянных пристроек, лестниц, балконов, навесов, переходов, галерей и так далее. Об этом свидетельствует множество вырубок, предназначенных для установки деревянных балок, как, например, на этой скале. На этих балках держалось какое-то пристроенное к стене деревянное сооружение. Судя по всему, оно было довольно большим. Еще больше пещер можно увидеть на восточном краю обрыва. Здесь пещеры громоздятся одна над другой, словно лоджии многоэтажного дома. Внутри этих пещер можно видеть высеченные в скале ниши, отверстия, желоба, углубления в полу. Предназначение этих деталей в целом известно. Каменные желоба и корыта разной величины – это кормушки для коров, коз и овец, куда насыпали зерно или какой-нибудь другой корм. Отверстия у краев кормушек – это петли для привязки скота. Углубления в полу могли быть предназначены для очагов, а также для установки сосудов, с которыми хозяева приходили доить своих животных. В нишу на стене можно было поставить светильник, а пазы возле входов были устроены для деревянных дверей и загородок. Таким образом, эти пещеры являлись ничем иным, как теплыми зимними хлевами для содержания домашних животных. Абсолютное большинство пещер Тепекермена оборудовано именно для содержания животных. В них можно было разместить огромные, пожалуй, даже тысячные стада, и это означает, что главным источником пропитания для местных жителей было животноводство. Летом коров могли уводить на пастбище вниз, в речную долину, а овец на Яйлу до самой осени, но на зиму всех их запирали под присмотром в здешних пещерах. Средневековье было неспокойным временем, войны вспыхивали часто, села в долине нередко подвергались разграблениям, и тогда гибли и запасы, и урожай, потому держать свое главное богатство здесь, наверху, в защищенном месте, имело немалый практический смысл. Итак, пещеры под обрывами были предназначены для разведения скота. Ну а где же тогда жили люди? Основная их масса обитала на самой вершине горы, куда снизу вела тропа. Эта вершина плоская, как стол, и на ней уже давно нет построек. Однако, если присмотреться внимательнее, то среди зарослей можно заметить груды камней и ходы, ведущие вниз. Это остатки многочисленных домов, которыми вершина горы была застроена 1000 лет назад. Камни – это руины жилых домов, а ходы ведут в подвалы, вырубленные в скалах под давно исчезнувшими жилищами. Особенно впечатляют подвалы усадеб, построенных когда-то на самом краю обрыва. В одной из них, под обычным наземным зданием, вглубь скалы уходили целых 3 подземных пещерных этажа. Очевидно, хозяева хранили в этих пещерах разного рода припасы. На поверхности земли до сих пор сохранились фундаменты самой крупной из здешних усадеб. Похоже, что при этом доме был даже возведен собственный храм. И потому не исключено, что тут могло располагаться жилище местного правителя. На восточном обрыве плато в скале зияют несколько проемов. Это окна пещерной церкви, которая была сооружена в X или XI столетии. Внутри него сохранились такие детали архитектурного убранства, каких теперь больше уже не увидишь ни в одном другом пещерном городе Крыма. Главное место для богослужений, алтарь, огражден вырубленной в скале оградкой с декоративными крестами и несколькими колоннами. Вдоль стен устроены лавки, а в юго-западном углу высечен баптистерий, то есть небольшая емкость для воды, в которую люди погружались при обряде крещения. В каменном полу и в стенах заметно несколько длинных ниш. Это вырубленные прямо в скале могилы.
Над одной могилой, устроенной в стене, все еще едва различимы строки греческой надписи, которые специалисты относят к XII или XIII векам. Из текста этой надписи становится известно, что некий человек, который, очевидно, пожертвовал деньги на этот храм, либо служил при нем, завещал похоронить себя здесь. В византийских церквях существовал обычай, когда разного рода заслуженных людей могли похоронить прямо внутри храма, тщательно накрыв могилу каменной плитой. Как можно видеть, эта традиция имела место и на Тепекермене. В скалах северного обрыва находился еще один храм. В сравнении с предыдущим он был очень мал и устроен совсем иначе. В ней алтарь был устроен не в загородке с колоннами, а в полукруглой нише, вырубленной в скале. На стенах этой церкви тоже были обнаружены средневековые греческие надписи, но еще больше интерес ученых вызвала найденная здесь же надпись, выполненная еврейскими буквами. Она начертана у выхода из храма в узорном круге. Ученые до сих пор спорят, как правильно ее читать, то ли Бакши, то ли Нахаму. Но кто бы из них ни был прав, в любом случае и Бакши, и Нахаму – это имена, которые в прошлом были распространены среди крымских караимов. Но как могла появиться караимская надпись на стенах греческой церкви? Притом она не единственная в Тепекермене, потому что в других местах пещерного города тоже были найдены имена и даты, начертанные древнееврейским шрифтом. Ответ на этот вопрос могут подсказать документы времен Крымского ханства. Среди них известно два ярлыка, выданных в первой половине 17 века ханами Инаетом Гераем и Мехмедом IV Гераем караимской общине Чуфуткале. В этих ярлыках говорилось о том, что ханы подтверждают право караимов свободно пользоваться обширными пастбищами между Чуфуткале и Качинской долиной. Документы подробно перечисляют границы этого большого участка, и Тепекермен входил в них. Таким образом, эта надпись в храме, скорее всего, могла быть оставлена караимскими пастухами, которые ночевали либо укрывались от непогоды в пещерах Тепекермена. Никто не мог отказать им в этом, ведь к их временам древний город уже несколько столетий как был абсолютно пуст и безлюден. Что же случилось с городом на вершине? Обычно принято считать, что он был разорен в эпоху ордынских междоусобиц, когда Ногай воевал с Тахтою, либо когда Тамерлан сражался с Тахтамышем. Это вовсе не исключено, ведь известно, что во время этих конфликтов некоторые пещерные города Крыма и впрямь превратились в руины. Однако здесь, на Тепекермене, запустение города могло быть вызвано и другой причиной, не связанной с политическими событиями. Дело в том, что в наши дни на всей горе от подножия и до вершины нет воды. Ни колодца, ни ручья, ни родника. И туристы, которые приходят сюда летом, должны запасаться водою задолго до начала подъема на Тепекермен. А ведь ясно, что и горожанам, и принадлежавшим им бесчисленным стадам требовались немалые запасы воды. В здешних пещерных хлевах, помимо кормушек, кое-где устроены и поилки. Откуда же в них набирали воду? Это пока что остается загадкой. Кое-где в расщелинах скал Тепекермена можно найти участки влажной земли. Вероятно, в прошлом там били родники, от которых и зависела жизнь людей. Но когда эти струи по какой-то причине иссохли или ушли глубоко под землю, а это могло случиться из-за обвалов или землетрясений, то жизнь на горе прекратилась. Люди ушли со своими стадами в более благоприятные места. Эта геологическая версия пока не подтверждена документально, однако совершенно очевидно, что такая природная мини-катастрофа, как исчезновение воды, могла опустошить город не менее эффективно, чем любая неприятельская армия. Тепекермен – это особенное место. Издали он выглядит словно грозный замок на горной вершине под самыми облаками, жилище сказочного дракона.
Но более близкое знакомство раскрывает его другую, мирную суть. На Тепекирмене нету высоких стен и неприступных башен, а черные провалы его пещер – это не мрачные темницы, а зажиточные закрома, которые когда-то были полны сена, масла и молока, а в наши дни, уже давно опустев, напоминают нам о далеком прошлом Горного Крыма.